Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Управление многоквартирным домом касается большинства жителей Якутии не только в городах, но и крупных поселках. Как должны проходить выборы управляющей компании многоквартирного дома и как получить перерасчет за некачественные жилищно-коммунальные услуги. Обо всем этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии Павлом Корниловым, заместителем руководителя управления государственного строительного и жилищного надзора Республики. Павел Валерьянович, здравствуйте. Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые ведущие. Давайте начнем с основного. Кто управляет многоквартирным домом? Согласно Жилищного кодекса Российской Федерации, управляют многоквартирным домом сами собственники жилых помещений. Для этого есть три формы управления. Есть непосредственный способ управления, есть посредством товарищества собственников жилья, или собственники жилых помещений могут нанять управляющую компанию, которая будет заниматься обслуживанием их многоквартирного дома. Получается, что в последнем случае управляющая компания будет отвечать за отопление, за вывоз мусора, уборку лестничных клеток и так далее, а жильцы будут им оплачивать за предоставление данных услуг. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников жилых помещений. По сложившейся в республике ситуации, получается, что в республике в основном распространен третья форма, то есть через управляющие компании. ТСЖ у нас много в городе Нерюнгри и в городе Якутске. Бывает такая ситуация, что собственники жилых помещений никак не смогли определиться с управляющей компанией, не смогли организоваться, не провели общее собрание. В таком случае действующая в данном населенном пункте администрация, орган местного самоуправления, должны провести конкурсные процедуры, и на основании этого конкурса уже должны выбрать управляющую компанию, которая будет заниматься этим домом, где жильцы не определились, сами не выбрали. Вот таким вот образом. А вот бывает совершенно такая бытовая история, когда жильцы в многоквартирном доме совершенно недовольны работой управляющей компании. Имеют ли они право поменять одну УК на другую УК, или чаще всего они все-таки становятся ТСЖ? Так, да, конечно, действительно. Вот по состоянию на сентябрь 2023 года осуществляют предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами в республике 226 управляющих компаний, которые имеют лицензию. Вместе с тем, некоторые управляющие компании, получив лицензию, так и не могут внести в свой реестр ни одного многоквартирного дома. То есть фактически они не занимаются этим. Так, согласно реестру лицензий, сейчас фактическое управление многоквартирными домами на территории Республики Саха-Якутия из 226 ведут 192 организации. Из крупных можно отметить ООО «Грандстрой» в Алдане, в ведомстве которого 588 многоквартирных домов. Мирлинское предприятие жилищного хозяйства МПЖХ 303 многоквартирных дома. В Якутске крупная управляющая компания – это «Прометей» 229 многоквартирных домов. То, что вы говорите насчет смены, Например, в Якутске в прошлом году 65 многоквартирных домов, они сменили своего лицензиата. А за 8 месяцев этого года рассмотрено нашим управлением Госстройжилнадзора уже 196 заявлений о внесении изменений в реестр лицензий. Так, тут надо отметить, что, наверное, уважаемые телезрители знакомы с такой ситуацией, когда УК не справляется со своими обязанностями по содержанию многоквартирного дома или начинает выставлять чрезмерно большие счета за предоставление собственных услуг. То есть возникает ситуация, когда жильцы хотят отказаться от нерадивой управляющей компании и поменять ее на другую. Вот, наверное, многим телезрителям знакома такая ситуация, что вроде бы одинаковые дома, вот возьмем КПДшки, крупнопанельные дома, или те же хрущевки, или двухэтажные деревянные дома. Они вроде бы одинаковые, но в одном многоквартирном доме, допустим, уже на прилегающей территории во дворе видно, что там постоянно проводится уборка, ремонтируется ограждение, там детская площадка, крыльца,
проезды и тротуары чистые, мусора, окурков не видать ни возле крыльца, ни под домом. Крыльца и входные двери в исправном состоянии. А когда заходишь в такой дом, такая же картина, да, допустим, косметический ремонт регулярно проводится, все покрашено, плитки на полу все в наличии, лампочки все горят, почтовые ящики целые, информационный щит управляющей компании с необходимой информацией находится на видном месте, где можно посмотреть все нужные телефоны, адреса, куда обратиться. Но бывают точно такие же дома, те же самые крупнопанельные дома, те же самые хрущевки или двухэтажные деревянные, там совсем другая картина, да? Начиная со двора или с крыльца, да, видно, что там уборка не производится, мусор лежит, да, ремонт тоже текущий не делается, наружные двери в дом не отремонтированные, не закрываются. Заходишь внутрь, такая же картина. Информационного щита нет, непонятно, кто обслуживает этот многоквартирный дом, куда звонить, кому обращаться, если вдруг произойдет какая-нибудь авария. Ну и дальше, да, допустим, лампы или не горят, или горят через одну, почтовые ящики разбитые, косметический ремонт последний раз проводился, наверное, в советское время, да. Ну, в общем, одинаковые дома, а ситуация совершенно разная. То есть это получается, разные управляющие компании вот обслуживают вот эти, по сути, одинаковые дома. А картина, видите, насколько разная. Конечно, жильцы видят эту разницу, и у них резонно возникает вопрос о смене управляющей компании. Вот тут, к слову, по своей работе я должен отметить, да, что для меня вот на карте города Якутска есть черные пятна, да? Из некоторых районов, кварталов города к нам вообще не поступает или очень редко поступают жалобы. Это говорит о том, что действующие здесь управляющие компании, они хорошо справляются со своими обязанностями. То есть работа управляющих компаний не дает повода жильцам жаловаться. Все у них работает, все у них нормально. Или если возникают жалобы, то управляющая компания на своем уровне вовремя и качественно отрабатывает эти жалобы. То есть эти жалобы не идут дальше к нам в управление Госстройжилнадзора. А с другой стороны, есть такие же районы в городе, да, или кварталы, откуда к нам, наоборот, постоянным потоком идут жалобы. Да. Вот у них течет канализация, да, вот у них протекает кровля, промерзают стены, там, не реагируют на заявки жильцов. То есть если у них авария случилась, да, невозможно дозвониться в диспетчерскую. Поэтому видите, да, что, видя все это, жильцы совершенно справедливо ставят вопрос о смене управляющей компании. Да, это действительно справедливая картина, которую вы рисуете, потому что, когда это описывается все в сравнении, становится как нельзя прозрачнее. Скажите, а вот если мы перейдем к другой теме, о перерасчете платы из-за некачественных услуг жилищно-коммунального хозяйства, вот как здесь добиться справедливости? Как добиться перерасчета? У нас в законодательстве действуют правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации 13 августа 2006 года, постановление номер 491. В соответствии с ним основанием для проведения перерасчета является только акт о нарушении качества предоставления или непредоставления услуг, определяющий начало и конец периода, когда вот перестала предоставляться услуга или эта услуга стала предоставляться ненадлежащего качества. Ну вот, если, допустим, из крана течет грязная вода или батареи зимой остыли, или случилось другое нарушение в предоставлении жилищно-коммунальных услуг, нужно обратиться, конечно, в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Это можно сделать как письменно, так и устно, например, по телефону. Диспетчер обязан зарегистрировать обращение, и с этого момента начинает течь вот как раз вот период предоставления некачественной услуги. А если диспетчер и управляющая компания не знают причину нарушения сбоя, они должны провести выездную проверку. То есть они должны выйти к вам в квартиру и установить, что действительно там случилась ЧС, какая-то авария, или вода не стала идти и так далее.
Ну, для этого диспетчер должен согласовать время с жильцом, но не более 2 часов, да, как вот поступила заявка о том, что произошло какое-то нарушение. По приезду управляющая компания должна составить акт, в котором указывается выявленное нарушение или их отсутствие. Один экземпляр акта вручается жильцу. Если вдруг управляющая компания, что зачастую бывает, не приезжает, отказывается или не составляет акт, то такой акт вправе составить сам жилец, но при этом потребитель должен привлечь не менее 2 незаинтересованных лиц. Ну, как правило, это соседи. То есть не те, которые проживают вместе с вами в этой квартире, да? Незаинтересованные лица. После этого надо обратиться опять в адрес управляющей компании или товарищества собственников жилья с этим актом составленным и приложить заявление о перерасчете платы. Но если управляющая компания или ТСЖ отказывают в перерасчете, то, конечно, в таком случае жилец должен обратиться к нам в управление Государственного строительного жилищного надзора Республики Саха-Якутия. Мы по факту вот этого обращения проведем проверку, установим, были ли действительно нарушения, и виновное лицо привлечем к административной ответственности. Вообще надо отметить, что ваше ведомство всегда оперативно реагирует на какие-то заявки или жалобы среди горожан. Сейчас вот в этом году с 1 сентября начался отопительный сезон. Скажите, а вот жилищный фонд насколько готов вообще к прохождению отопительного периода? Потому что с разных точек города продолжают поступать заявки. Вот улица такая-то, до сих пор нет отопления. Да, действительно. Ну, тут необходимо отметить, что подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период выполняется во всех домах до начала отопительного сезона согласно сформированным планом графика. Чтобы отопительный период прошел без проблем, управляющие компании обязаны заранее проводить ремонт, промывку, гидравлические испытания системы отопления, восстановить теплоизоляцию на трубопроводах. Кроме того, УК обязаны уделить внимание и другим инженерным конструктивам, кровлям, фасадам, дымовым и вентиляционным каналам, оконным дверным заполнениям, устранить обнаруженные в ходе ревизии дефекты и неисправности в целях минимизирования тепловых потерь. Готовность многоквартирного дома к отопительному периоду подтверждается наличием паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях. За ненадлежащую подготовку объектов к зимнему сезону предусмотрена административная ответственность. Если к нам поступит жалоба, мы выйдем на проверку, действительно установим, что дом не готов к ОЗП, да, хотя он должен быть, мы, конечно, виновную сторону привлечем к административной ответственности. Ну, вот как вы сказали, да, хотелось бы отметить, что запуск тепла – это процесс не одномоментный. Как правило, в больших домах в среднем заполнение систем отопления, регулировка внутридомовых систем может занять 3-4 дня, пока многоподъездный, многоэтажный, многоквартирный дом весь заполнится, все пустоты, проходит 3-4 дня. Одна из самых распространенных проблем на старте отопительного сезона – это воздушные пробки в батареях. Если воздух не стравить, батареи так останутся холодными или чуть теплыми. Ну, в таких случаях, в случае задержки, необходимо сразу же отправляться в управляющую компанию, обратиться. По информации, да, в городе Якутске на 12 сентября из 2909 многоквартирных домов отопление запущено в 2891. По данным муниципального коммунального управления СГХ, службы эксплуатации городского хозяйства, в многоквартирном жилом фонде большое количество фактов отсутствия в квартирах жильцов. Кто-то, видимо, не приехал с отпуска или с дачи, да, на верхних этажах, что осложняет работу специалистов по обеспечению подачи тепла. Как следствие, страдают соседи. Вот для этого как раз и необходимо усилить работу с активом дома по поиску отсутствующих соседей. Ну, будем надеяться, что эта работа действительно будет усилена, если возникают такие вопросы. И также будем надеяться, что предстоящий зимний сезон пройдет без каких-то чрезвычайных происшествий. Благодарю вас, Павел Валерьянович, что нашли для нас время и ответили на волнующие вопросы. Спасибо. До свидания. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.